Секция существует уже второй год. В прошлом году приходилось мне просто арендовать зал и преподавать здесь детям. Да? Вот. С сентября этого года я здесь назначен, сложилась так судьба, что меня поставили заведующим спортивно-культурным центром духовной семинарии. И я не мог просто ничто другое, кроме как дзюдо, здесь открыть. Вот. Ну и, конечно же, почему мы называемся филиал спортивного клуба «Славутич», потому что изначально меня сюда позвал человек, это Вячеслав Владимирович Летаин. Вот. Основной центр у нас находится в Речном училище, ну там клуб. И потому что он меня пригласил сюда, и я очень ему признателен, и мы открыли здесь филиал клуба «Славутич». Вот. И официально мы работаем с сентября месяца этого года, где приходят заниматься все дети возрастом от 5 лет и старше. Ну, и подростки, это примерно возраст их до 16 лет. Вот. А сколько сейчас детей у вас занимается? Это возрастной категории, вот я так понимаю, что только вот сейчас малыши, да, занимаются, или есть взрослые? И вообще у нас взрослые, много желающих, да, но проблема сейчас стоит с тренером, да. Я сам тренирую от 5 лет и до подростков, до 16. Ну, после Нового года мы планируем сюда пригласить тренера из Монголии, да, где он будет тренировать взрослых и будут взрослые также заниматься, да. Также здесь в дальнейшем планируется открыть боевой самбо, вот, и дзюдо для взрослых. Наши двери клуба работают для всех желающих детей мы берем, лишь бы у них было желание. Вот. Я не выгораживаю свой вид спорта, но я считаю дзюдо очень эффективно для детей, и для мальчиков, и для девочек. За последние несколько лет это самый крупный фестиваль, который был республиканский, потому что он проводился в таком прекрасном зале, как «Триумф». Это во-первых. Во-вторых, было 4 первенства республики, 2 кубка республиканских и 2 чемпионата республики. Чемпионат республики по тэквондо, чемпионат республики по ушу и кубки республиканские по кикбоксингу и каратэ кокусинкай. Очень рад, что расширяется сфера этих вот чемпионатов, прибавляются федерации. Надеемся, на будущий год прибавится и федерация тайского бокса, и рукопашного боя, и будем, надеюсь, прирастать и другими видами боевых искусств. Надо сказать большое спасибо нашим друзьям, точнее Министерству спорта, которое организовало, предоставило такой огромный зал и помогли нам всем достойно показать то, что мы умеем делать, к чему мы готовимся всю свою жизнь, чему посвящаем свою жизнь и к чему учим наших воспитанников. Хочу сказать большое спасибо Министерству спорта, Управлению спорта, ну и работникам Центра спортивной подготовки «Триумф».
фестиваль боевых искусств, он проводится ежегодно. В этом фестивале мы постоянно представляем республиканские соревнования, которые у нас являются плановыми, и они идут по результатам отбор на чемпионат России. Сегодняшние соревнования были представлены в количестве 30 спортсменов 6 весовых категорий. Кубок республики по кикбоксингу команды, то есть за каждого медалиста определенная команда получает баллы, то есть золото это 3 балла, серебро это 2 балла, бронза это 1 балл. И в общем подсчете итогов кто-то получит, вот стоит у нас кубок большой, вот его какая-то команда получит. А сколько вообще сейчас спортсменов принимают участие на чемпионате? На кубке, Да. На кубке сейчас участвует 118 спортсменов. Сегодня у нас проводится открытое первенство города по плаванию среди школ и студентов Северо-Восточного федерального университета имени Амосова. Сколько участников принимают? Участников сегодня более 120 человек, участников, школьников и студентов где-то 18.
С 19 по 22 декабря в городе Якутске состоится чемпионат Республики Саха-Якутия по волейболу среди женских и мужских команд. В чемпионате принимают участие сильнейшие команды республики. Место проведения – Дворец спорта 50 лет Победы. Справки по телефону 34 17 08 34 40 39. 15 декабря спортивный комплекс «Мадум» приглашает на соревнования по киревому спорту в рамках фестиваля силовых видов спорта, посвященного 55-летию президента Федерации киревого спорта Республики Саха-Якутия Василия Тарасовича Курнева. 15-16 декабря приглашаем посетить противостояние сильнейших богатырей в командном кубке Федерации Республики Саха-Якутия по масс-рестлингу, посвященное 20-летию образования Ассоциации Саха-Ада Спорт. 15-16 декабря в спортивном комплексе 50 лет Победы пройдет командное первенство на Кубок Федерации Республики Саха-Якутия по борьбе Хапсагай. Стань свидетелем зрелищных схваток ведущих команд республики. Филиал спортивного клуба «Славутич» проводит набор детей и подростков с 5-летнего возраста в секцию дзюдо. Занятия дзюдо очень быстро сделают вашего малыша здоровым, сильным, ловким, смелым. Наш адрес: улица Чернышевского, 52, телефон 709-202. Мы не просто тренируем, мы воспитываем завтра. Магазин Fightwear с самым большим ассортиментом высококачественной бойцовской одежды, экипировки и аксессуаров для всех видов единоборств. Адрес: улица Орджоникидзе, 21, торговый центр «Атлант», 3-й этаж. Наш телефон 26 21 19. Победа рождается здесь. Сеть ЕКТРУ, Якутск вечерний, НВК «Саха» при поддержке Торгово-промышленной палаты представляют республиканскую премию «Выбор Якутии-2012». Приглашаем к участию предприятия и предпринимателей республики. Станьте лучшими! Справки по телефону 219 709.